Сегодня моя проповедь называется... Сегодня моя проповедь, второй раз, называется «Спрос придет». Вау. Итак, спрос придет. Знаете, я одну вещь заметил сегодня. Огромное количество христиан молится Богу. Огромное количество христиан сегодня пытается практиковать духовную власть. Огромное количество христиан сегодня приказывает бесам, приказывает болезням, приказывает каким-то ситуациям. Огромное количество христиан. Есть, конечно, категория христиан, которые вообще не молятся и вообще не говорят в духовный мир какие-то слова власти. Мы не об этом. Но мы говорим о людях, которые сегодня интенсивно практикуют свою веру. И знаете что? Это вот то, о чем я размышлял на этой неделе, это то, что пришло сегодня как бы плод многонедельных размышлений над сегодняшним состоянием церкви. Знаете что? Что у большинства, или неправильно сказать, у определенного количества людей молитвы ничего не делают, они бессильны. Власть не работает, бесы как царствовали, так и царствуют, они никуда не деваются по их приказам, болезни никуда не уходят, ничего не случается по их требованиям, по их молитвам. То есть власть в духовном мире отсутствует и не работает. Вы когда-нибудь думали на эту тему? Почему многие молитвы бессильны? Почему многие прокламейшн или провозглашения не имеют никакого влияния, ничего не производят вообще? Потому что иногда мы недооцениваем важные вещи, и мы продолжаем играть в игру. Воскресный верующий, я здесь покивал головой, а дальше живу так, как я хочу. Но когда мы начнем понимать, что ежедневная практика наших библейских истин, которые мы знаем, которые мы берем из Библии, это будет влиять на нашу жизнь. Ежедневное наше хождение со Христом, ежедневное послушание Слову Божьему будет влиять на то, будет моя молитва отвечена, будет мое провозглашение действовать в Царстве Небесном, будет мое провозглашение вообще работать в духовном мире или не будет. Я хочу, чтобы мы прочитали одно место Писания. Послание Иакова. 3 глава. С 1 стиха. Давайте быстро прочтем. Здесь у нас есть 12 стихов, но на некоторых я хотел бы особенно заострить внимание. «Братья мои, пусть немногие из вас становятся учителями в церкви, ведь вы знаете, что мы, учители, будем судимы более строго». Что это значит? Об этом чуть позже поговорим, в другой проповеди. Мы все во многом грешим. Кто-то не грешит в словах, тот человек совершенный, способный обуздать и все тело. Вкладывая удила в рот лошади, чтобы заставить ее повиноваться, мы управляем всем ее телом. Или, к примеру, корабли, как бы велики они ни были, и какой бы сильный ветер ни дул, они направляются небольшим рулем туда, куда хочет штурман. Также и язык – это маленький орган, но он много хвастается. Взгляни, большой лесной пожар начинается с маленькой искры. Язык – это тоже огонь, это место обитания неправедности среди других наших органов. Он оскверняет все тело и воспламеняет весь ход жизни, сам воспламеняясь от гиены. Все звери, птицы, пресмыкающиеся, морские животные могут быть укрощены и укрощаются человеком, но язык никто из людей укротить не может. Он необузданное зло, полное смертоносного яда. Языком мы славим Господа и Отца, и тем же языком проклинаем людей, сотворенных по подобию Бога. Из тех же уст выходит хвала и проклятие. Братья мои, этого быть не должно. Разве может из одного и того же источника течь пресная и горькая вода? Разве могут на инжире расти оливки или же на виноградной лозе инжир? Также и из соленого источника не может течь пресная вода. Здесь Бог говорит о том, что через наши уста исходит и проклятие, и благословение. И Он говорит, так быть не должно. Это нонсенс. Это вещи невозможные вообще. И знаете, там написано так, что не может из одного источника течь какая вода? Пресная и соленая, горькая и сладкая. Такого быть не может в природе. Либо одно, либо другое. И вот знаете, когда я размышлял о том, думаю, куда же делась власть церкви? Куда же делась власть Божьего народа? А ответ в этом стихе. Мы ее растрынкали, эту власть. Что значит растрынкали? Да то, что мы
Вместо того, чтобы говорить, провозглашать то, что Бог требует от нас, чтобы говорить истину из Писания, чтобы говорить слова Божьи, которые будут созидать, которые будут что-то делать для Царства Божьего, мы знаете, чем заняты? Мы говорим слова, которые сегодня разрушают. Я однажды общался с человеком, с одним, и он спрашивал меня о том, что происходит там, здесь, в той церкви, в этой церкви. И он по поводу одного человека стал меня спрашивать. И он говорит, это правда, что этот человек, например, может, он большой служитель, этот человек, он говорит, это правда, что этот человек может выходить за кафедру и врать. И он мне там всякие случаи напоминал. Я говорю, к сожалению, так было. Он говорит, это правда, что этот человек, например, собирал людей, настраивал этих людей против каких-то других людей. Я говорю, к сожалению, да, я был свидетелем этого. И он, знаете, меня спрашивал по поводу одной ситуации, второй ситуации, третьей. Он жил за границей. И потом он говорит, слушай, у меня вопрос. Но это вопрос был не по назначению, такой риторический вопрос ко мне, на который я ответить не мог. Он меня спросил, слушай, а как ты думаешь, у него что, в мыслях, что Бога нет? Знаете, иногда с нами происходит интересная вещь. Мы говорим такие слова, как будто бы Бога нет. Мы делаем такие вещи, мы делаем, знаете, такие поступки, мы делаем такие проявления, извините, я даже не знаю, которые свидетельствуют о том, что Бога нет ни в нашей голове, ни в нашем сердце. Как будто бы Бог просто это что-то существующее где-то на бумаге. Я объясню, к чему я все это веду, к чему я все это клоню. Я вырос, мое подростковое время или юношеское время прошло в Советском Союзе. Не было соцсетей, не было интернета, не было электронной почты даже не было. Даже такой архаичной вещи, как электронная почта, не было. Были отношения между людьми. И знаете, была такая старая традиция, когда человек что-то кому-то говорит, он должен уметь или должен быть готов на то, что ему придется ответить за свои слова. Согласны вы со мной? Слышали когда-нибудь? Ответить за базар у нас на районе так говорили. Вот в нашем городе, где я вырос, базар это не просто место, где торгуют чем-то. Базар это то, что человек говорит. И вот каждый знал, что если я сейчас что-то про кого-то говорю, этот человек придет и неважно за что, он тебя подтянет за базар, было такое изречение. И знаете, что я увидел? В последние годы, с развитием соцсетей, с развитием вот этих всех технологий, когда мы можем даже ни с кем не разговаривать, написать ему какую-нибудь пакость и заблокировать его. Написал и заблокировал. И вот я что увидел, что люди, с ними что-то случилось, они как будто бы потеряли страх. Они направо, налево просто пишут всякую гадость. Они говорят всякую гадость, понимая, что никто их за базар не потянет и не спросит. И это как раз-таки и есть понимание того, или отсутствие понимания того, что Бог есть, друзья. Бог есть! И страх Божий, он как раз таки заключается в том, что Бог меня подтянет и спросит. Йо-хо-хо! С этим ты согласен? Сегодня об этом моя проповедь. Сегодня я хочу говорить об этом. Есть слова, которых мы должны избегать, которых мы должны, бояться говорить. Есть слова, которые должны стать чем-то таким не просто запретным в церкви, чего просто не существует в церкви. Слова, которые разрушают отношения, слова, которые ломают целые церкви, ломают деноминации. Это те слова, которых нам нужно беречь себя, потому что Бог есть, и Он спросит. Я перефразировал вторую часть этого стиха. Давайте мы посмотрим несколько мест Писаний. Прежде я хочу, чтобы мы посмотрели в Новый Завет, а потом мы вернемся к нашему драгоценному брату, другу, товарищу по оружию Давиду. Я хотел бы, чтобы мы открыли сейчас второе послание Коринфянам, 12 главу, 20 стих. Здесь Павел высказывает свои опасения. Он говорит, я боюсь. Братан, живи в вере, перестань бояться. Некоторые так бы сказали, учителя нынешние. Налево-направо, которые так и любят всех подучить. Он говорит, я боюсь, что когда я буду у вас, вы окажетесь не такими, как я бы хотел. И мне придется поступать с вами не так, как хотелось бы вам. Боюсь, что в вашей среде я застану споры, зависть, гнев, раздоры, клевету, сплетни, надменность и беспорядок. Вот все
Все, что он перечисляет здесь, вот это все зло, которое он боится застать, это все так или иначе связано с моими устами. Это так или иначе то, что я проговариваю. Это так или иначе то, что я говорю своими устами, друзья. Кроме беспорядка. Беспорядок, он проявляется вообще во всем. Опоздал, не пришел, проспал. Это все беспорядок, это все из той области. Но остальные слова, которые он говорит здесь, я боюсь, что будут споры, я боюсь, что будет зависть, гнев, раздоры, клевета, сплетни, надменность. Это все то, что мы можем говорить своими устами. Слава Богу. Может быть, ты смотришь сейчас на себя и думаешь, слава Богу, я свободен от всего от этого. Я радуюсь вместе с тобой, дорогой брат. Значит, если бы апостол Павел, если бы сейчас собирался к нам в церковь, он бы не говорил, что я боюсь к вам в церковь прийти. Он бы говорил, я радуюсь, что я иду в такую святую церковь. Давайте еще одно место Писания. Потом мы к брату Давиду. Даже два еще места Писания. Первое послание Петра, 2 глава, с 1 стиха. Итак, освободитесь от всякой злобы, лжи, лицемерия, зависти, клеветы. Как новорожденные младенцы, стремитесь к чистому духовному молоку, чтобы, питаясь им, вырасти в вашем спасении, раз вы вкусили, что благ Господь. Здесь написана удивительная вещь. Мы иногда берем 2 стих, опуская то, что написано выше. И мы говорим, если ты хочешь расти в Боге, тебе нужно питаться духовным молоком. Слышали такие назидания? А Петр здесь говорит, то кто, братишка, там еще кое-что есть. Ты пропустил. И он говорит, прежде чем ты будешь питаться духовным молоком, до этого первый шаг тебе нужно сделать, это освободиться от всего зла, которое ты базаришь своими устами. Простите меня за грубое слово. Но иногда, когда ты слышишь Божьих детей, иногда, когда ты слышишь самого себя даже, и ты думаешь, Боже, я же святой человек Божий, как я мог на этого водителя сказать такие злые слова? Как я мог в этой ситуации повести себя таким образом, что я открыл свой рот, и я начал всех поливать какой-то грязью? Знаете, мы иногда думаем, что вот, это какие-то там, вот в других местах эти люди. Это посреди нас все. Это то, что апостол Петр продолжает вдохновлять, чтобы мы наблюдали за собой, чтобы мы смотрели за своими устами, чтобы мы наблюдали за тем, как мы относимся к братьям, о том, как мы относимся к сестрам. Как только я начинаю говорить зло на своего брата или сестру, против меня начинает работать Слово Божие. Потому что сам Бог говорит, это мое место. Ты занял сейчас мое место судейское. Ты не вправе судить этого человека. Тем более ты не вправе говорить такие злые слова, потому что за него умер мой сын. За него была пролита та же самая кровь и заплачена та же самая цена, что и за тебя. Знаете, друзья, вот это вот то, что сегодня разрушает отношения внутри церкви. И хуже всего, что церковь потом превращается в какие-то кланы. Кто-то с кем-то не общается, кто-то о ком-то чего-то рассказывает, кто-то о ком-то пересказывает какие-то старые истории, причем с какими-то подробностями, которых не было. Я, может быть, в самом начале пути был достаточно легкомысленно относящийся к этим вещам человек. Я недооценивал силу слов, но когда я понял, как эта сила слов работает против меня самого же, как эта сила слов может ломать отношения, может портить связи взаимоскрепляющие внутри церкви, я стал понимать, что это настолько важная тема. И это настолько важно, чтобы в нашей церкви сегодня было искоренено все то, что мы говорим своими устами на разрушение. Мне нравится один брат, с которым я общался, он баптистский пастор, и он говорит, когда мы начали церковь нашу, мы решили для себя, что мы не будем отлучать сразу же, у них такая была раньше традиция, человек упал, например, в какой-нибудь грех типа блуда, его сразу же отлучали, без вопросов. Он говорит, мы стали понимать, что надо дать человеку возможность восстановиться, подняться. Мы не торопились отлучать, но мы объявили в нашей церкви, что мы будем нещадно отлучать людей. Знаете за что? За сплетни и клевету. Он говорит, это такой страх Божий принесло в нашу общину, это такое принесло здравие во взаимоотношениях в нашу среду, что, говорит, наша среда, она была всегда полна какого-то добра, и люди, которые падали, о них не говорили, их не забивали в это болото, им помогали подняться. Еще одно место Писания из Нового Завета, пока нас ждет Давид. Тут интересное такое Писание, Матфея 12 глава, 36 стих. Вы все
читали это место Писания, я уверен, те, кто читали Евангелие. Говорю вам, что в день суда люди дадут отчет за каждое пустое слово, которое они сказали. А вот вопрос, что такое пустое слово? Есть варианты? Что такое пустое слово? Евангелие от Матфея, я хочу прочитать РСП. Это немножко другой перевод. Здесь написано так. Говорю вам, что в судный день людям придется отвечать за каждое. Неосторожно, невзвешенно, необдуманно. Иногда в чувствах, в попыхах. Иногда от боли. Иногда от какой-то ситуации, от амбиций. От обиды, которая поселилась в сердце. Любое слово, которое мы сегодня невзвешенно, неосторожно, в каких-то своих чувствах мы говорим по поводу других людей, здесь Иисус предупреждает: друзья, спрос придет. Вот эти слова, они должны нас бодрить. Мы иногда такие интересные, что-то вырываем из Писания, нам это нравится, мы говорим: так сказал Бог. А когда дело касается вот таких подобных мест Писания, мы как будто бы пролистываем эти места и говорим: Бог есть любовь. Бог знал, в каком я состоянии. Бог знал, какая эта тварь на моем пути встретилась. Бог знал, что этот человек недостоин моих добрых слов. Бог знал. Мы сами себя же способны оправдать при любом раскладе. Вы понимаете, о чем я говорю? Давайте к Давиду. Здесь мы немножко посмотрим на конкретные ситуации, как это было у Давида и как это было у людей, которые вместе с Давидом в то время жили. Я хотел бы, чтобы мы открыли первое место Писания. Это вторая книга Царств. Вторая книга Царств, 10 глава, 1 стих. И начинается все печально. Некоторое время спустя царь Аммонитян умер, и вместо него царем стал его сын Ханун. И вот здесь Давид подумал. У Давида совершенно добрые мысли. Он говорит: я окажу Хануну, сыну Нахаша, милость, как его отец оказал милость мне. Хорошие мысли были у Давида в сердце. Да, он не просто хотел ему пособолезновать, он хотел помочь ему, он хотел благословить его чем-то, он хотел оказать ему определенное внимание этому человеку. И Давид отправил к Хануну своих слуг, чтобы выразить соболезнования его отце. Когда люди Давида пришли в землю аммонитян, аммонитские вожди сказали своему господину Хануну: неужели ты думаешь, что Давид прислал к тебе этих людей с соболезнованиями из уважения к твоему отцу? Разве не затем послал их к тебе Давид, чтобы высмотреть город, разведать его и разрушить? Ханун схватил людей Давида, сбрил им половину бороды и, отрезав их одежды наполовину до ягодиц, отослал их обратно. Давайте потом дочитаем то, что произошло позже. Ситуация. Вы же все читали это, мы прочитывали практически историю про Давида, и вы встречались с этой историей. Ребята с искренним сердцем. Царь послал их сделать добро этим людям. Но у этого царя были люди, которые в ухо ему шептали. Знаешь, дай Бог, если ты сегодня не являешься таким наушником. Но вторая вещь. Твои уши – это не лопухи элефанта. Сложи уши свои. Все, что сегодня приходит в твои уши и разрушает тебя изнутри, все, что ты сегодня слышишь о третьих людях, все, что ты сегодня слышишь о людях, к которым ты отношения никакого не имеешь, сложи ушки свои и скажи: Господь, это меня не касается, я в это лезть не буду, это не моя зона ответственности и тем более не моя зона власти. Я отказываюсь сегодня что-либо слушать о других людях недоброе. А человеку, который тебе это говорит, спроси у него: а ты этому человеку говорил подобные слова? Ты с этим человеком разговаривал о подобных вещах? Знаете, сколько сегодня наушников в церквях, которые приходят, что-то высматривают, они с кем-то общаются, на кого-то обижаются, к кому-то они претензии имеют. И потом что они делают? Они находят людей и начинают в них вливать информацию. А ты знаешь, а ты слышал, а ты представляешь.
И они находят вот людей с открытыми ушами, как у слонов, которые бы с радостью принимали любую информацию. Когда люди сегодня жалуются тебе на грехи других людей, есть только одна схема, есть только один путь у этих людей. Евангелие от Матфея, 18 глава, там написано: если согрешил против тебя брат твой, что делать нужно? Иди найди элефанта в церкви. Или стадо элефантов, и насыпем в уши, каков подонок. Нету там такого. Иди и обличи между им и одним. Иди скажи ему о том, что он не прав. Иди скажи ему о том, что ему надо покаяться в этом. Дальше там написано, если человек не захотел измениться, покаяться, что нужно делать? Вот тогда ищи стадо элефантов. Нет! Там вообще про элефантов, вот людей вот с такими ушами. Знаете, мы все такие. Нам иногда так скучно, что мы все хотим чего-то про кого-то знать. Зачем? Есть обременяющая информация, есть информация, которая нам по определению не нужна, она нас не строит изнутри, она не делает нас более духовными, она не делает нас более могущественными и мощными в Боге, она даже денег нам не приносит, эта информация. Зачем она мне? Буду я себе мозги заражать информацией, которая сегодня вообще никак меня не созидает. Это не мой путь и не наш путь, друзья. Можете аминь на это сказать? Спасибо. Если вдруг не послушает он тебя, не послушает людей, с которыми ты, со свидетелями каких-то поступков, свидетелями которых они стали, тогда и только тогда Библия говорит: приди к руководству церкви. Возьми людей, руководство церкви, объясни ситуацию, вдвоем сядьте и с руководством церкви решите эти вопросы. Не работает почему-то эта схема никогда. Сразу что-то не так, что-то не произошло так, как я хотел, что-то не произошло, как мне казалось должно было быть правильным. Все, сразу вот эти вот обиды, гнев, распри, раздрай какой-то, человек это из сердца начинает выносить везде. И как вот этот вот спрей начинает распространять вокруг себя совсем неприятным запахом. Когда об этом рассказали Давиду, о том, что ребят подстригли, и вместо штанишек шортики у них теперь. Когда об этом рассказали Давиду, он послал навстречу людей, потому что они были сильно опозорены. Царь сказал: оставайтесь в Иерихоне, пока не отрастут ваши бороды, а потом возвращайтесь. Это было унизительно. Прийти с половиной бороды в Израиль. Слава Богу, для нас безбородых Новый Завет и это отменил. Когда аммонитяне поняли, что сделали с ненавистными Давиду, они наняли 20 тысяч пеших воинов из Арам-Бетрихова и Арам-Цовы, а также царя Маахи с 1000 человек и еще 12 тысяч человек из Това. Но они побежали перед Израилем, и Давид перебил из них, это уже 18 стих. Но они побежали перед Израилем, и Давид перебил из них 700 колесничих и 40 тысяч пеших воинов. Еще он поразил Шаваха, начальника их войска, который умер там. Вот этого стиха, 18-го, его бы не было в Библии. Многих проблем в нашей жизни, когда нас жизнь подтягивает, когда сам Бог нас подтягивает, когда какие-то люди нас подтягивают, когда мы просто понимаем, что обстоятельства нас подтягивают и устраивают спрос в нашей жизни. Этого бы спроса не было, если бы не было вот этих вот наушников, которые начали рассказывать про Давида ложь, которая не существовала. Тогда были другие нравы совершенно. И, к сожалению, из-за глупости одного царя страдало огромное количество людей. Да и сегодня, наверное, нравы не поменялись. Но знаете, мы иногда думаем, что это вот с теми ребятами было. Это было вот в их ситуации, в их жизни. Но я хочу тебе сказать, страх Божий – это понимание, что я за все дам отчет. Страх Божий – это понимание, что любое мое слово, любое мое действие, любое мое свидетельство или лжесвидетельство, которое может быть мне сегодня в данный момент выгодно, завтра оно может обернуться против меня. Сегодня люди не понимают, иногда их заносит так далеко, что они начинают просто на Церковь Божию гнать. Он обиделся, к примеру, на меня. К примеру.
И у многих такая ассоциация, что я и есть Церковь Божия. Нет, я всего лишь один из спасенных бывших грешников, который несовершенен, который все еще стремится к святому и совершенному Богу. Но я стараюсь что-то делать, двигаюсь куда-то вперед. И вокруг нас куча подобных мне людей. И мы можем быть в чем-то несовершенны. И человек может обидеться на тебя, на меня. И знаете, что у многих людей происходит по старой схеме? Он начинает открывать рот и начинает говорить на всю Церковь Божию. Да там лицемеры, там гробы окрашенные, да там просто это люди, любви у них нет. Это секта, это люди. И знаете, столько я злых слов видел, и я таких людей обрывал, говорил, кто, братан, ты против Церкви Божией сейчас несешь, не против какого-то человека. Останавливайте своих детей, если они выросли в вашей семье. Это дети, которые хоть что-то понимают о Церкви Божией. Когда они начинают открывать, извиняюсь, хайло, по-другому это не назвать, и начинают говорить, да, что там, это ваша секта, и начинают всякий бред говорить, и ты понимаешь внутри, что это клевета, это поношение на тело Христа. Не оставляй такого человека безнаказанным, объясни ему, что если я тебя сейчас не подтяну, тебя жизнь подтянет, и за базар придется ответить. Потому что Христос блюдит сегодня более всего остального за своей церковью. Он никогда не даст никому надсмехаться, поругаться и издеваться над своей собственной церковью. Можешь аминь сказать со мной? Мы иногда забываем, что мы не просто сборище людей. Мы иногда забываем, что мы не просто организация религиозная. Мы драгоценное тело Христа, и Он наша голова. И Он тот, кто является хранителем своей церкви. И Он тот, кто не даст сегодня этой церкви быть посрамленной. Еще одно место Писания. 2 Царь, 16 глава. Когда Давид приблизился к Бахуриму, история, когда сын Давида восстал против отца. Началась гражданская война. И Давид в бега подался. Знаете, вот вчера этот царь достопочтеннейший, а сегодня этот человек, к сожалению, борется за выживание. И что-то происходит. Оттуда вышел человек, Библия говорит, из Бахурима, который был из того же клана, что и семья Саула. Его звали Шимей, сын Геры. Он шел и проклинал. Знаете, вот иногда откуда-то появляются эти люди, которые молчали. Вот до поры до времени их не было. А что с ними было, с этими людьми? С этими людьми происходили какие-то ситуации. Это люди, которые были обижены. Это люди, которые переживали какую-то горечь. Они таскали эту горечь. Горечь, она росла, она зацветала. Появлялись цветочки, потом появлялись ягодки. И эти ягодки в виде проклятий, в виде злых слов начинали проявляться из сердца этих людей. Иисус не зря сказал, что каждый человек, который сегодня что-то говорит, он не просто случайно сказал что-то. Ты не можешь просто случайно заматериться. Ты не можешь просто случайно кого-то проклясть. Это то, что внутри должно сначала родиться. Ты это выносил. Ты смотрел блогеров, которые матерятся изо дня в день. Ты эти мысли прокручивал в голове. И потом в один момент это вылезло из тебя. Это родилось. Вот здесь, в сокровищнице, Иисус говорит, есть что-то, что мы своими устами выносим. Ты не можешь стать блудником за один день. Если здесь ты свою сокровищницу очищал от похоти, от блуда, Библия говорит, если в сокровищнице блуд, похоть, злоба, клевета, поношение, рано или поздно ты начнешь это говорить. Поэтому, друзья, давайте будем хранить свои сердца. Я сегодня говорю о воздаянии, причем это не самое лучшее воздаяние, но это тоже воздаяние. И это тоже воздаяние. Нас все равно, к сожалению, может быть, мы в это не верим, нас все равно жизнь подтянет за наши уста, за наши слова, которые мы говорили бездумно и бессмысленно. Некоторые христиане еще молятся, причем молятся такими страшными молитвами. Ты слушаешь, думаешь, Боже, помилуй этого человека, что он несет? Однажды, когда ученики Иисуса, им не понравилось, что в одном из городов Иисуса не приняли, что его отвергли там как царя и пророка. Они сказали Иисусу, Иисус, давай мы сейчас огня сведем на этот город, давай мы сделаем сейчас так, чтобы от этого города рожки и ножки бесовские остались. Иисус им сказал, да вы не понимаете, какого вы духа. Я пришел сегодня не убивать, не губить, спасать пришел души человеческие.
Знаете, друзья, это все меняет, когда мы своими устами говорим зло. Это все меняет, когда мы своими устами несем это зло. И когда мы понимаем свое призвание. Я сегодня сын неба, я сегодня сын света. Бог меня призвал созидать, Бог меня призвал спасать, прощать, благословлять, приносить мир туда, где сегодня войны. Это тогда все изменит в моей голове. Библия говорит так, что этот дядька Шимей бросал в Давида его приближенных камнями. Несмотря на то, что и справа, и слева от Давида были его воины и стража. Бессмертный, бесстрашный, безрассудный, бестолковый, я бы сказал. Это вот все без. Проклиная, Шимей говорил: вон, вон, убийца, негодяй. Кто помнит, как Саул умер? Давид его убил? Какое отношение Давид к этому имел? Никакого. Что было в сердце этого человека? Да в нем жила горечь. Представьте себе, он был из клана Саула. Он должен был иметь определенную позицию, доколе царь Саул был. Он, Библия говорит, был из клана. Там еще та клановая система была в Израиле. Когда там старший приходил, все младшие при должностях сразу оказывались. Мы иногда думаем, что это только у нас. Но давно схема работает. В Израиле было точно так же. Если вы посмотрите на всех военачальников, которые окружали Давида, племянники, дядьки, все близкие люди, приближенные. Этот человек тоже должен был иметь позицию, власть, деньги. Но что-то произошло и пошло не так. И вместо царя Саула появился царь Давид. И этот род, его задвинули, они были на периферии, этот род ни на что не влиял, род Саула. Представьте себе, какая горечь была у этого парня, который думал: вот при Сауле бы мы бы развернулись, а этот Давид занял его трон. И он каждый день вставал с этими мыслями, он каждый день думал над этим, он размышлял над этим. Как с нами обида работает, да? Как с нами обида работает? Нам что-то сказали, на нас просто посмотрели. И у тебя уже в голове: как он мог? Он так на меня посмотрел. У него там просто из глаз стрелы летели в мою сторону. А, наверное, он сейчас сидит дома и про меня думает. Наверное, он сейчас разговаривает со своей женой. Наверное, он сейчас в чате про меня написал. Наверное, он в проповеди про меня говорит. Сорян, братан, я не настолько озабочен, чтобы только о тебе и думать. Некоторые просто раскачивают настолько эту обиду, эту горечь. И это в разных сферах нашей жизни может быть. И мы доходим до такого состояния, что мы готовы убить, прибить, мы желаем смерти. Мы говорим слова смерти, мы молимся словами смерти. И сами не понимаем, что когда мы начинаем говорить какие-то слова, это слова лжи, которые идут из наших уст. Если посмотреть на кончину этого человека, совершенно печальная кончина. Жизнь подтянула его за слова. Давида уже не было. Давид уже на небе играл на своей арфе пред лицом Божьим. Был Соломон. Давай посмотрим это местописание. Чуть-чуть ниже. Был Соломон. Соломон знал от отца, что это человек, который проклинал в свое время Давида. И он ему сказал простые слова. Он говорит: помнишь вот то зло, которое ты сделал? Он говорит: да, помню. Отец простил, но я готов был бы тебе отомстить, но даю тебе шанс. И он говорит: поселись в Иерусалиме, построй себе дом. Как только ты уйдешь за пределы Иерусалима, ты будешь наказан смертью. 3 года прошло, чувак успокоился. Овцы там, кони куда-то ушли его пастись на другие места. Коровы или кто там? Кто там ушел? Ну, неважно, кто-то ушел. И он такой на расслабоне, забыл о своем обещании, о своей клятве. Ушел за пределы Иерусалима. Всегда находится какой-то человек, как говорят про таких? Человек, который принесет информацию обязательно. Не. Доброжелатель. Доброжелатель. Всегда находятся такие доброжелатели. Они пришли к Соломону и сказали: царь Соломон, вовеки живи. Имя твое пусть славится на территории Израиля. Помнишь этого Шимея, которому ты сказал? Да, помню. Ушел, подлец. Иногда, знаете, вот эти доброжелатели, они такие с наивными глазами. Мы такие в церкви тоже такие доброжелатели. Денис, ты знаешь этого брата, да? Я даже его озвучивать не буду.
Соломон подтягивает за ноздри, говорит, где был? Ходил за коровами своими. Или за кем он там ходил? Кто там? Прочитайте, пожалуйста, за кем он ходил. Сейчас. Нет у меня. Соломон говорит, сам виноват, я тебя предупреждал. Его казнили. Жизнь настигла. Или воздаяние настигло. Или ответить рано или поздно придется. Ты сейчас говоришь в тайне какие-то вещи, ответить за это придется. Я был бараном, извините, конечно, вот я даже на камеру могу это сказать. Я был самым последним бараном. Потому что я был в одной религиозной системе, когда люди дошли до такого состояния, что они молились, проклиная других людей. Они молились за смерти других людей. Они молились о том, чтобы с другими людьми происходили разного рода проблемы и трудности. И им это казалось совершенно библейской молитвой, но это не новозаветняя молитва. Иисус говорит, Евангелие от Матфея 5:44, если есть у тебя враг, люби врага своего. Если есть у тебя человек, на которого ты обижен, что нужно делать? Молиться за него, благословлять того, кто тебя проклинает, того, кто тебя ненавидит. Потому что если ты будешь иначе поступать своими устами, во-первых, ты потеряешь власть, ты ее разбазаришь, и у тебя не будет власти в духовном мире. Таким людям сам Бог обрезает власть. Он говорит, да ну этого человека, он сейчас чего-нибудь такое наговорит, и придется его словам работать. Поэтому сам Бог лишает таких людей власти. А вторая вещь, просто эти люди не понимают, что они в свою жизнь беды накликивают. И когда я столкнулся с определенными бедами, я стоял и молился, и говорил, Бог, что, почему, откуда? И Бог мне напомнил, а помнишь, как ты желал зла другим людям в молитвах? А помнишь, как ты проклинал кого-то? А помнишь, как ты брал места Писания в уста, и ты этими местами Писаниями не созидал, ты разрушал этими местами Писания? И это то, что тебя сегодня настигло. Тебе казалось, что прошло время, тебе казалось, что уже все позади. И знаете, я стоял на коленях, плакал и говорил слова прощения перед Богом. Потом каялся перед какими-то людьми. Писал письма, просил прощения у этих людей. Иногда мы недооцениваем силу христианских слов, но некоторые слова, они сегодня разрушительны настолько, что они, к сожалению, влияют на других людей. Некоторые слова, которые мы говорим, они, во-первых, нас самих разрушают, финансы разрушают, нашу веру разрушают изнутри наши отношения в семье, разрушают отношения, которые связаны там с церковью, и мы недооцениваем это. У меня в последнее время такая ситуация, как не суббота-воскресенье, так я встать с постели не могу. Думаю, Господи, да что ж такое-то? Ну почему суббота-воскресенье? И знаете, можно было бы сказать, случайность, ты постарел, брат, тебе уже 47 лет, седые волосы, все уже, согласись с этим, что ты старенький, больной, дряхлый человечек. Я бы мог с этим, наверное, согласиться, но это не точно. Нет, жена бы не позволила. Но почему в субботу-воскресенье это происходит? Я сам себе стал задавать вопрос, как не суббота, как не воскресенье, то где-нибудь защемит, то ты не можешь подняться с кровати, то у тебя такие боли, что там жена тебе все, что она может предложить, давай укольчик в задницу. Я боюсь этих укольчиков, и там как-то приходится со Христом и укольчики от Него получать. Но я задумался. Я думаю, Господи, спасибо тебе за всех доброжелателей. За всех, кто говорит, провозглашает, утверждает, рассказывает про меня вещи, которых за мной вообще никогда не было. Рассказывает вещи, которые я никогда не делал, рассказывает слова, которые я никогда не говорил, рассказывает мои мысли и пересказывает это где-то, которые я никогда даже не имел в своей голове. Я не то, что сейчас хочу там кого-то запугать, но ты проходишь через это, ты понимаешь, что есть какие-то люди с этими душевными устами, душевными словами, они проклинают. Единственное, охота сказать, предупредить, что жизнь подтянет. Остановись. Если ты сегодня занял позицию судьи, ты на кого-то клевещешь, ты кого-то осуждаешь, ты про кого-то говоришь бесконечное зло, ты с этим человеком не поговорил, ты боишься о том, что этот человек узнает, о том, что ты сейчас говоришь, знай одно, это неправильные слова, таких слов не должно быть, это слова, которые разрушают, и это не наш путь. Когда мы говорим про вот этих всех ребят из Ветхого Завета, я вспоминаю Новый Завет, я понимаю, что сегодня Господь призвал нас созидать. Если о ком-то охота тебе поговорить, этот человек сделал тебе больно, не говори на русском языке, просто поднимай свои руки и начинай говорить на иных языках. О, рашантра фалебра касантра халабрас. Если вдруг тебя дьявол внутри начинает заводить против каких-то людей, против каких-то служителей тем более, против каких-то церкви тебе охота что-то сказать, остановись.
Остановись, просто начинай говорить: Боже, благословляю, и на иных языках говорить, если охота поговорить. Часик поговоришь на иных языках, и потом тебе даже будут спрашивать: брат, а что ты думаешь про того или про это? Ты будешь говорить: не знаю. Тебе неохота будет разговаривать, ты уже наговорился, свое выговорил. И я сегодня тоже свое выговорил. До свидания.